Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире христианская программа «Хлеб жизни». Иисус говорил: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Мы предлагаем пищу для души и приглашаем вместе с нашим гостем окунуться в мир Божьего Слова. Мир вам, уважаемые слушатели! Напоминаю, что наша передача – место ваших встреч с различными служителями церкви, их проповеди о главном, о вечном, о библейском. Надеемся, что время, которое вы проведете с нами, укрепит вашу веру, утвердит надежду, возгреет любовь и ободрит ваше сердце. Перед микрофоном Сергей Бриштель и пресвитер Гродненской церкви «Надежда» Юрий Романчик. Мы поговорим на непростую, но важную тему – покорность начальствам и властям. Присоединяйтесь. Шаг, жизнь. Начинал я поход в мир земной. Жизнь, кружись. Шаг за шагом я шел в снег и зной. Я искал друга сердца, уют и тепло. Но мир мал, и не так, чтобы мне повезло, а душа поет Христу, и не знаю надежнее друга. Грешен был и пел не ту, загонял я себя в темный угол. Пламя веры и любви, тает лед, тише снежная вьюга, и душа поет Христу. Я не знаю надежнее друга. Миг, шаг, жизнь. Каждый день из песка строил дом. Дождь, сюрприз, и остался обиды лишь ком. Луч, свет, гром, утешенье себе я искал. Все ползком, грех челом не пробить среди скал, а душа поет Христу, и не знаю надежнее друга. Грешен был и пел не ту, загонял я себя в темный угол. Пламя веры и любви, тает лед, тише снежная вьюга, и душа поет Христу. Я не знаю надежнее друга. Жизнь, шаг, миг, улетает, пути нет назад. Все постиг, был я рад, но в душе снегопад. Все закат, жаль, но хочется время вернуть. Стих стал в ряд, Иисус указал верный путь, а душа поет Христу. И не знаю надежнее друга. Грешен был и пел не ту, загонял я себя в темный угол. Пламя веры и любви, тает лед, тише снежная вьюга, и душа поет Христу. Я не знаю надежнее друга. Миг, шаг,
жизнь, миг, шаг, жизнь, жизнь, шаг, миг. Мир вам, дорогие радиослушатели! Сегодня поговорим о покорности начальствам и властям. Тема очень важная и неоднозначная, и вызывает много споров. Но текст Писания, на котором мы сегодня будем основываться, дает ответы на многие вопросы, связанные с этой темой. Первое послание Петра, 2 глава, с 13 по 23 стих, мы читаем такие слова. «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова есть воля Божья, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божьи. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого зла, и не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному». Итак, кому христианин должен быть покорным? Ответ мы видим в самом начале нашего отрывка. «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа». Очень простой ответ – всякому человеческому начальству. Петр уточняет, царю ли, как верховной власти, то есть мы должны быть покорны царю или верховной власти, которая есть в нашей стране. Мы должны быть покорны правительству и исполнительной власти, потому что здесь написано «правителем ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро». Поэтому наша покорность должна быть и правительству, и верховной власти страны. А также в 18 стихе мы читаем «повинуйтесь господам». «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам». И это означает, что и начальству на нашей работе мы тоже должны быть покорны. Итак, кому должен быть покорен христианин? Всякому человеческому начальству для Господа, царю и верховной власти, правительству и исполнительной власти, и даже начальству на работе. Но второй важный вопрос – что же означает христианская покорность? Если быть покорными, то как? Что это значит? Ну, во-первых, мы должны понимать, что христианская покорность людям исходит из покорности Богу, во-первых. «Будьте покорны, — пишет Петр, — для Господа». Быть покорными всякому человеческому начальству мы должны для Господа. И причина, почему мы должны быть покорны, такова есть воля Божья, 15 стих. Мы должны быть покорны, как рабы Божьи. В 17 стихе «Бога бойтесь, прежде чем царя чтите». С этого начинается покорность людям. Она основана на нашей покорности, во-первых, Богу. И если мы покоряемся людям, то только потому, что это Божья воля, это Божье установление. Второй важный момент – христианская покорность людям всегда добровольная покорность, свободного человека покорность для Бога. Написано, что мы должны быть покорными для Господа, что это такая воля Божья, и 16 стих акцентирует внимание как свободные, как рабы Божьи. Если кому-то и раб христианин, то наше рабство – это рабство добровольное, рабство нашему Богу. Мы хотим Ему быть рабами. Для всех остальных мы свободны. Бог освободил нас. Мы Ему принадлежим. Именно поэтому мы боимся Бога, именно поэтому мы покоряемся людям, потому что Бог так сказал.
И мы делаем это как свободные, не потому что нас поработили, не потому что заставили, но потому что это покорность добровольная, покорность свободного человека для исполнения воли Божьей. Поэтому христианская покорность людям, она строится еще и на принятии воли Божьей для властей. Здесь написано, что правители от Него посылаемые для наказания преступников, для поощрения делающих добро, ибо такова есть воля Божья. Бог установил власти для того, чтобы останавливать преступников и поощрять тех, кто делает добро. Государство, как институт, существует по воле Божьей. И здесь не идет речь даже о том, демократическое ли это правительство или какое-то другое, но в целом Бог установил власти с определенной миссией для наказания преступников, для поощрения делающих добро. Поэтому наша покорность людям строится на принятии этой Божьей воли для властей. Если власть делает то, что от нее ожидает Господь, то именно поэтому мы должны быть ей покорными. Христианская покорность людям учитывает нашу свободу делать добро. Здесь написано, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божьи. То есть, во-первых, мы призваны делать добро. И если кому-то это не нравится, то, смотря на то, как мы ведем себя, как поступаем, как рабы Божьи поступаем, проявляя добрые отношения, добрые действия по отношению ко всем людям, мы тем самым заграждаем уста невежеству безумных людей. Люди смотрят и понимают, что мы делаем лишь добрые дела по воле Божьей. Это призвание христианина, и христианская покорность учитывает нашу эту свободу делать добро. Христианская покорность людям — это прежде всего покорность из уважения. В этом тексте мы читаем о почтении. «Всех почитайте, и царя чтите». Итак, прежде всего, покорность, о которой говорит нам здесь Священное Писание, это уважение, которое мы должны проявлять к властям, к начальству. Христианская покорность людям — это послушание во всем, кроме греха. Повинуйтесь не только добрым и кротким, но и суровым. И даже если придется страдать, переносите скорби, страдая несправедливо. Если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу, говорит Петр. То есть христианская покорность людям — это послушание, но когда мы делаем добро, и даже если за это несправедливо страдаем, мы все равно здесь исполняем вот эту Божью волю о покорности. Христианская покорность — это терпеливое перенесение страданий без злословий и угроз, но с упованием на Бога. Пример Христа в конце этого текста приводит нам Петр. «Будучи злословием, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному». Если, делая добро и страдая, терпим мы можем посмотреть на Христа. Он тоже страдал и терпел, и, будучи злословием, не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но отдавал весь суд Богу. Поэтому христианская покорность — это терпеливое перенесение страданий без злословий и угроз, но с упованием на Бога, который является праведным судьей. Итак, что означает христианская покорность? Христианская покорность людям — это добровольная покорность свободного человека, во-первых, Богу, и затем людям, ради Него. Она строится на принятии Божьей воли для властей и Богом данной свободе делать добро. Это уважение, послушание во всем, кроме греха, и терпеливое перенесение страданий с упованием на Бога, без злословий и без угроз. Следующий вопрос: что не должна делать христианская покорность? Чего она не допускает или что не входит в христианскую покорность? Христианская покорность людям не позволяет нам делать грех или нарушать волю Божью. То, что мы покорны людям, не означает, что мы будем теперь делать грех или будем делать то, что нарушает волю Божью. Почему? Потому что мы покорны для Господа прежде всего. Мы основываемся в своей покорности на том, что есть воля Божья — делать добро. И мы, как рабы Божьи,
покоряемся власти. Как свободные, мы Бога боимся прежде, чем царя чтим. И поэтому христианская покорность не позволяет нам делать грех, не позволяет нарушать Божью волю. И 21 стих, он говорит, что мы призваны к тому, потому что и Христос, пострадав за нас, оставил нам пример, чтобы мы шли по следам Его. Он не делал никакого греха. Мы покорны, но лишь в той степени, чтобы не делать грех, чтобы никакого греха не допустить, чтобы нигде не ослушаться прежде всего Бога. Именно такое ограничение покорности должно быть у нас всегда перед глазами, когда мы рассуждаем или думаем о нашей покорности властям. Христианская покорность людям не позволяет, с другой стороны, еще и льстить властям. Мы читаем об этом в 21-22 стихах, где пример Христа приводится. Христос оставил нам пример. Мы идем по следам Его. Так вот, Христос не сделал не только никакого греха, но и не было лести в устах Его. Он не льстил, Он не заискивал перед властями. Он говорил правду, говорил истину, и никогда от этого не отступался. Христианская покорность людям не позволяет нам теперь лебезить перед ними, льстить, заискивать или искать их ободрение. Единственное одобрение, которого мы должны искать, это одобрение от Бога. Или прежде всего от Бога. Христианская покорность людям не позволяет злословить и угрожать властям. Потому что это еще один пример Христа. Петр продолжает, он говорит, мы должны идти по следам Его, смотреть на Него, но Он, будучи злословием, не злословил взаимно. Он, страдая, не угрожал. Он отдавал весь суд судьи праведному. Христианская покорность людям не разрешает нам злословить или угрожать властям. Итак, что не должна делать христианская покорность? Христианская покорность людям не позволяет нам делать грех или нарушать волю Божью. Мы должны жить по воле Божьей в любом случае. И, во-первых, чтить Бога. И христианская покорность не позволяет льстить властям, не позволяет злословить или угрожать им. Ни то, ни другое. Последний вопрос, о котором я хотел бы порассуждать, вот смотря на наш текст, это как быть покорным в различных ситуациях. Петр употребляет здесь несколько таких важных жизненных ситуаций и говорит о покорности в них. Нам нужно уважать и проявлять послушание власти, когда она действует по Божьей воле. Тогда все уважение и полное послушание такой власти – это наша действительно святая обязанность. Когда власть поступает в соответствии с волей Божьей, наказывает преступников и поощряет делающих добро, то такая власть, безусловно, заслуживает нашего послушания и нашего всяческого уважения. Она соответствует воле Божьей. Но уважение она заслуживает и послушание даже тогда, когда она позволяет исполнять волю Божью. Когда мы можем делать добро, и власть позволяет нам делать это добро. Когда мы употребляем нашу свободу, чтобы поступать как Божьи рабы, чтобы исполнять волю Божью. Когда мы делаем праведные дела, дела милосердия, заботимся о нуждающихся, помогаем инвалидам, делаем любую другую социальную работу, и власть позволяет нам исполнять эту волю Божью, то, к чему мы призваны, то она, безусловно, заслуживает уважения и послушания. Наконец, мы должны проявлять терпение и уважение, принимая несправедливое наказание за добрые дела. Дело в том, что в истории мы много раз сталкивались с проявлениями власть имущих, когда они были не совсем угодными Богу, не совсем действовали по Божьей воле, не всегда заботились о том, чтобы поощрять делающих добро и наказывать делающих зло. Люди всегда есть люди. Но в этот момент, когда нас даже наказывают несправедливо за доброе дело, то терпение и уважение по отношению к такой власти мы должны сохранить. В этом мы можем ориентироваться на Иисуса Христа. Он показывает нам замечательный пример. Не злословит взаимно,
не угрожает, когда мог бы это сделать, но даже когда мы делаем добро и терпим, тем не менее, страдания, это все-таки угодная Богу вещь, и мы должны проявлять терпение и уважение, принимая такое наказание и за добрые дела. Мы должны проявлять терпение и уважение по отношению к власти, принимая и несправедливое наказание за отказ грешить. В 20 стихе Петр говорит: «Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу». И в 21 стихе мы читаем: «Ибо вы к тому призваны». Христос — пример здесь для нас, и мы идем по Его следам. Он делал только хорошие поступки, Он не делал никакого зла, и тем не менее был наказан властями. Христос при этом проявил терпение и уважение, даже когда не делал никакого греха и был наказан за это. Даже когда Его злословили, Он не злословил взаимно. Будем ориентироваться на пример Христа и никогда не терять из виду Его, потому что в этот момент, когда нас обижают и несправедливо наказывают, нам очень трудно вообще даже вспомнить о том, как вел себя Христос. Но очень важно все-таки Его пример держать перед глазами. Нам нужно проявлять терпение и уважение к властям, предоставив Богу справедливый суд. Написано, что Христос предавал то судьи праведному. То, что действительно утешает нас в трудные времена, когда мы видим, может быть, несправедливость от наших работодателей или начальства, или властей, мы должны понимать, что есть праведный суд, есть праведный судья, который однажды наведет порядок и все расставит по местам, и каждому воздаст по его делам. И сейчас это время Божьей благодати, сейчас время Божьего долготерпения, когда этот суд еще не реализован в полной мере. Но однажды судья праведный все сделает правильно. И поэтому сейчас мы переносим страдания, может быть, проходим через трудности, но проявляем терпение и уважение к властям, предоставив Богу совершить однажды свой действительно праведный, справедливый суд. Итак, друзья, как быть покорным в разных ситуациях? Петр говорит об этих разных ситуациях. Нам нужно проявлять послушание и уважение к власти, когда она сама действует по Божьей воле и позволяет нам делать добро и исполнять Его волю. Но нам нужно проявлять терпение и уважение к власти, принимая несправедливое наказание за добрые дела, если мы его все-таки получим, и за отказ грешить, если за это тоже будут наказывать, представив Богу справедливый суд, представив Богу совершить однажды свое небесное правосудие. Так, проявляя покорность начальствам и властям, мы должны проявлять покорность им ради Господа. Эта покорность подразумевает осознание того, что мы должны быть покорными, кому мы должны быть покорны. Мы говорили о том, что и начальством, и властям, и даже на работе начальства, и верховной власти мы должны быть покорными ради Господа, на принятии воли Божьей должны стоять и на нашей свободе делать добро. Но, тем не менее, мы никогда не должны допускать злословий, угроз, заискиваний перед властями. Но уважение всегда должно быть частью нашей христианской покорности. Христианская покорность не позволяет нам делать грех, нарушать Божью волю, льстить или злословить, или угрожать. Пусть Бог благословит вас, дорогие друзья, во все времена, в хорошие и в трудные, сохранять вот образ Христа перед своими глазами и проявлять такую покорность христианскую ради Господа всем людям. Будьте благословенны. Научи меня, мой Господь, во всем волю исполнять лишь Твою, чтобы мне по слову Твоему доказать, что Тебя я, Спаситель, люблю. Научи меня среди тысячи голос слышать лишь Твой. Научи меня за Тобой идти в край желанный, дорогой. Научи меня
грешном мире жить, чтобы свет Твой сиял по мне, где не может скрыться город большой, стоя на высоком холме. Научи меня среди тысячи голос слышать лишь Твой. Научи меня за Тобой идти, край желанный, дорогой. Научи меня среди тысячи голос слышать лишь Твой. Научи меня за Тобой идти, край желанный, дорогой. Научи меня жизнь свою прожить, чтоб в конце услышать ее. Добрый верный раб, скорее войди в радость Господина Твоего. Научи меня среди тысячи голос слышать лишь Твой. Научи меня за Тобой идти, край желанный, дорогой. Научи меня среди тысячи голос слышать лишь Твой. Научи меня за Тобой идти, край желанный, дорогой. Народ израильский однажды отказался от власти Бога и захотел себе царя, как у прочих народов. С того времени они не раз хлебнули горя от правителей, которые искали выгоды себе, а не людям. Вопрос справедливого отношения власти к людям и людей к власти не новый. Он поднимался и будет подниматься. Однако то, что сказал наш гость, заслуживает внимания. Уважение к власти – это требование Писания. Послушание власти – это наша ответственность как христиан и граждан. Только если ожидания власть имущих не противоречат Писанию, не ведут к греху, не нарушают наши нравственные границы, потому что законы Божьи превыше законов земных. Всякая власть от Бога, читаем мы у апостола Павла, и это общий принцип управления обществом, который установил Господь. Замечу, речь про институты, а не конкретную личность. Например, правительство и общество, начальник и подчиненный, учитель и ученик, муж и жена, родители и дети. Библия учит нас уважению к власти, как к форме правления. Вспомним Петра. «Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите». Помолимся, чтобы законы и решения властей в нашей стране были разумными и во благо людей. Помолимся, чтобы мы, как христиане, в отношениях с разными людьми и на разных уровнях были примером преданности лучшему из существующих законов – Библии. На этом наша сегодняшняя передача подошла к концу. С вами были Сергей Бриштель, звукооператор Олег Крупко и наш гость Юрий Романчик. До следующих встреч и Божьих вам благословений!
Вы слушаете программу «Тихие воды». Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего. Здравствуйте, дорогой друг! Мы рады новой встрече с вами. К тихим водам Божьего Слова вас приглашают Павел и Ирина Тупчик. Сегодня у нас очередная программа из цикла «Заметки». В некотором смысле это уже юбилейная 10-я передача. Напомню, что в этих передачах собраны короткие мысли, наблюдения, рассуждения, которыми мы делимся с вами. В Евангелии рассказывается, что Христос дважды кормил народ. Один раз 5000 человек, другой 4. Чудесное насыщение происходило следующим образом. Иисус брал целые хлебы, молился, разламывал, а дальше ученики раздавали людям. Чудо состояло в том, что 5 хлебов хватило на 5000 человек, а 7 на 4000. После обеда Христос велел собрать оставшие кусочки в корзины, чтобы ничего не пропало. Вот так мы и делаем в программах этого цикла. Собираем фрагменты мыслей, которые дал Господь, чтобы они не потерялись. Можно напитаться через полноценную проповедь, а можно и через такие небольшие кусочки. Этим мы займемся после песни. А музыкальную часть нашей программы составят песни в исполнении Владимира Бобрикова из города Брянска. Полевой дороге шел человек усталый, а на плечах согбенных боль, и тоска лежала душу, давила камнем, слезы сжигали око. Как же трудно в мире жить людям одиноко. Ты не плачь, душа родная, сердце не томи напрасно. В небе есть страна иная, там все мило и прекрасно. К небу поднявши очи, он прошептал молитву: Господи, если слышишь, в муках душа избитая, одинокий Боже, как нищий ищет хлеба, дай мне, владыка добрый, верного друга с неба. Ты не плачь, душа родная, сердце не томи напрасно. В небе есть страна иная, там все мило и прекрасно. На небосводе темном утреннею звездою вспыхнула слава Божья, все озарив собою, и прозвучало свыше: Бог тебя сильно любит, если Ему поверишь, Он тебе другом будет. Ты не плачь, душа родная, сердце не томи напрасно. В небе есть страна иная, там все мило и прекрасно. Там дороги золотые, там любовью дышат люди.
братья ближе, чем родные. Там никто людей не судит. Ты не плачь, душа родная, не томи напрасно. В небе есть страна иная, там все мило и прекрасно. Эту историю рассказал Билли Грэм в книге «4 всадника апокалипсиса». Гора Святой Елены в штате Вашингтон выбрасывала клубы серного пара на сотни метров вверх. Земля танцевала под ногами геологов, которые с растущей тревогой наблюдали за показаниями сейсмографов. Все предвещало извержение вулкана необычайной силы. Правительство объявило срочную эвакуацию. Местные жители и туристы спешили покинуть опасную зону. Только один человек сохранял спокойствие среди этого хаоса. Старик Гарри Труман работал сторожем на туристической базе, которая располагалась в 5 километрах от дымящегося пика Святой Елены. Полицейские, прискакавшие на конях, предупредили Гарри о надвигающейся опасности. Соседи умоляли бежать с ними. Родная сестра призывала старика образумиться, но упрямый старик оставался глух к предупреждениям. Он улыбался, стоя на крыльце своего домика на берегу озера. Никто больше Гарри не знает об этой горе. В конце концов, не обрушится же она на меня. 18 мая 1980 года, когда газы, скопившиеся под поверхностью горы, исказили ландшафт, старик спокойно жарил яичницу, потом покормил кошек и стал садить цветы вокруг лужайки. В 8 часов 31 минуту гора взорвалась. Успел ли старик о чем-то подумать в ту 1000-ю долю секунды, прежде чем взрывная волна от взрыва мощностью 500 Хиросим смела все в радиусе 200 километров? Вопрос скорее риторический. Будет ли время что-то исправить в отношениях с Богом в момент второго пришествия Христа, которое произойдет, как написано в Библии, во мгновение ока? Но ведь на это надеются многие люди. Поэтому к вечности нужно готовиться сейчас, пока есть время. Поэтому, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите голос Божий, не ожесточите сердец ваших. Примиритесь с Богом. Многие люди предпочитают смотреть телепрограммы в записи, например, в Ютубе, чем в прямом эфире. Причина очень простая. Можно пропустить назойливую рекламу. Хотя нужно признать, что реклама бывает интереснее некоторых шоу, в которые их помещают. Один надоедливый рекламный ролик какого-то обезболивающего средства внезапно прервал раздраженный человек, смотрящий в камеру. Прозвучала интересная фраза, адресованная компании, чей продукт рекламировался. «Я ненавижу вашу рекламу, но мне нравится ваш продукт». У людей бывает много вопросов к церкви, к сожалению, нередко имеющих под собой основания. Но обращайте внимание не на рекламу, которая не всегда бывает удачной, порой кажется назойливой, а на продукт. Несмотря на все недостатки, в церкви присутствует Христос и действует спасительная Божья благодать. А это именно то, что нужно нам. В 8 главе Евангелия от Иоанна приводится дискуссия Христа с иудеями насчет их генеалогии. Сказали ему в ответ: «Отец наш есть Авраам». Иисус сказал им: «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, потому что нет в нем истины. Когда он говорит ложь,
говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Эти люди были уверены, что принадлежат Богу и называли себя детьми Авраама, но Христос указал им на их настоящего отца. Ежегодно в России обнаруживают сотни людей, не знающих, кто они, откуда и как здесь оказались. С ними работают психологи. Их показывают по телевидению в надежде, что кто-то, знающий их, отзовется. Таких счастливых случаев, к сожалению, единицы. В одном сюжете такой человек сказал о себе: «Я чувствую себя совершенно потерянным. Если бы кто-нибудь мог сказать мне, кто я и кому принадлежу». Мне кажется, что он озвучил проблему многих людей. Хотя они знают свое имя, фамилию и адрес. Они не знают, кто они на самом деле, кому принадлежат и куда идут. А вы знаете? Римлянам 12:12 написано: «Утешайтесь надеждой». В скорби мы думаем, как жить дальше. Есть несколько вариантов. Можно жить с тоской, озираясь в прошлое. Но можно жить с надеждой, смотря в будущее. Римлянам 8 глава 2 стих. «Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». В этом тексте представлены два духовных закона, отражающие два духовных полюса – закон греха и смерти и закон Духа жизни. Чтобы физическое тело стало неподвластно физическому закону, необходимо, чтобы изменилась его сущность. Возьмем, например, кусок льда. Его состояние описывает законы твердого тела. Но когда лед растает, он превращается в жидкость, а к воде применимы законы жидкости. Так происходит и в духовном мире. Чтобы закон греха перестал действовать, нужно изменение сущности. Итак, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. И еще один вопрос. Апостол Павел пишет, что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил его. А вас освободил? Говорят, что главное – это правильно выбрать родителей. Вы улыбнулись. Родителей не выбирают. Биологических – да, а вот духовных выбирают. В 3 главе 1 послания Иоанна написано: «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем. И он не может грешить, потому что рожден от Бога. Дети Божии и дети дьявола узнаются так: всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего». Невозможно одновременно принадлежать двум отцам. Или вы дитя Бога, или дьявола, со всеми вытекающими последствиями. Кому принадлежите вы на основании этих текстов? Может быть, нужно сменить фамилию? И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят, и изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. Печальная история грехопадения. Подумайте, Адам и Ева за один плод лишились всех плодов рая. И что печальнее всего, они так и не попробовали вкус плода дерева жизни. А вот мы с вами можем. Первое послание Иоанна 5:20. «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Этот есть истинный Бог и жизнь вечная». Римлянам 1:17
показан путь возрастания в вере. В нем, то есть благовествовании, открывается правда Божия от веры в веру, как написано: «Праведный верою жив будет». От веры в веру. Первая ступень жизни в вере – это когда человек верит, что Бог действительно существует, принимает Слово Божие, Его повеление применительно к себе, приобретает праведность по вере в Иисуса Христа. Это очень важный шаг, но только первый шаг. Бог желает, чтобы христиане не останавливались на этом, но переходили к жизни в вере. К такой жизни, когда вера руководит жизнью человека, когда его дела и поступки являются следствием живой, действенной веры. В 20 главе Евангелия Иоанн оставляет потрясающее свидетельство о себе: «И увидел, и уверовал». Это произошло в гробе воскресшего Спасителя. Что ж, Иоанн до сих пор не верил в Него? Верил, но только в пустом гробе он до конца осознал, что они имеют дело с Сыном Бога, с тем, кто создал и наполняет Вселенную. Это был момент прозрения, когда вера изменила всю его сущность, все его мировоззрение. Иоанн перешел от веры в веру. Именно этого ожидает от нас Господь, и такая вера приводит в действие Божье обетование. Книга пророка Аввакума 2:3. «Ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце и не обманет, и хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится». Кажется, Бог говорит эти слова не Аввакуму, а нам. То, что апостол Петр написал в 3 главе 2 послания о наглых ругателях, сегодня можно отнести ко многим верующим. Сегодня в христианской среде можно слышать: «Где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. Многие признаки пришествия уже сбылись, а Христос еще не пришел. Может быть, все это ложная тревога, и нужно расслабиться». Наверное, такие мысли были и у 10 дев, ожидавших жениха. Когда они уснули, раздался крик: «Жених идет!» И им пришлось собираться спросонку, а это, как вы понимаете, не всегда удобно. В результате на брачное торжество попали только 5 из 10. Господь говорит нам сегодня через пророка Аввакума: хотя бы обетование замедлило, не расслабляйся, жди его, потому что оно непременно сбудется, не отменится. Наверное, многим из наших слушателей известно имя матери Терезы из Калькутты, женщина, которая воплотила в свою жизнь любовь Христа. Мать Тереза посвятила всю свою жизнь служению отверженным, бедным, нуждающимся. Она рассказывала, что в каждом обездоленном старалась увидеть Христа, и она служила каждому человеку как Христу. В 2016 году католическая церковь причислила мать Терезу к лику святых. Жизненная кредо этой необычной женщины выражена в ее духовном завещании. Люди так неразумны, непоследовательны и эгоистичны, и все же люби их. Если делаешь добро, люди обвинят тебя в скрытой корысти и себялюбии, и все же твори добро. Если тебя сопровождает успех, ты приобретешь тайных и явных врагов, и все же достигай успеха. Добро, сделанное тобой, уже завтра будет забыто, и все же твори добро. Честность и открытость сделают тебя уязвимым, и все же будь открытым. То, что ты строил годами, может развалиться в 1 минуту, и все же строй. Люди потребуют помощи, но потом они же будут упрекать тебя за нее, и все же помогай людям. Отдавай миру все лучшее, что имеешь, и получишь жестокий удар. И все же отдавай миру все лучшее, что у тебя есть. Такой вопрос. Где вы хотели бы жить? В Израиле или Египте?
Сегодня, конечно, многие выбрали бы Израиль, который находится на 19 месте в мире по уровню жизни. Египет только на 52-м. Но во времена Исхода ситуация была другой. Египет, из которого Бог вывел Израиль, был страной гарантированного благополучия. В Египте очень редко случался голод. В Египте люди были горды и своевольны. Они привыкли надеяться только на себя. И поэтому Египет – это страна пороков, жестокости и греха. Египет – это земля рабства. В 11 главе Второзакония написано: «Ибо земля, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, не такова, как земля египетская, из которой вышли вы, где ты, посеяв семя твое, поливал ее при помощи ног твоих, как масличный сад. Но земля, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею, есть земля с горами и долинами, от дождя небесного напояется водою, земля, о которой Господь Бог твой заботится. Очи Господа Бога твоего непрестанно на ней, от начала года и до конца года». Земля обетованная – это земля зависимости от Бога. Благополучие там нужно добывать не своими усилиями, а выпрашивать у Бога. Если вы будете слушать заповеди мои, которые заповедую вам сегодня, любить Господа Бога вашего и служить Ему от всего сердца вашего и от всей души вашей, то дам земле вашей дождь в свое время, ранний и поздний, и ты соберешь хлеб твой, и вино твое, и елей твой, и дам траву на поле твоем для скота твоего, и будешь есть и насыщаться. Берегись, чтобы не обольстилось сердце ваше, и вы не уклонились и не стали служить иным богам и не поклонились им. И тогда воспламенится гнев Господа на вас, и заключит Он небо, и не будет дождя, и земля не принесет произведений своих, и вы скоро погибнете с доброй земли, которую Господь дает вам. В земле обетованной действовал принцип: «Открой уста твои, и я наполню их». Или же словами Нового Завета: «Просите, и дано будет вам». Так где вы хотели бы жить? В Израиле или в Египте? Христос часто произносил фразу: «Имеющие уши слышать, да слышит». Дело в том, что ухо воспринимает звук, а слышит сердце. Иова, 33 глава, 14 стих. Бог говорит однажды, и если того не заметят, в другой раз. Интересно, а сколько раз Бог говорил вам? Я думаю, гораздо больше. Вот только замечали ли вы это? Бог всегда говорит таким способом, каким человек может понять. Чаще всего Он говорит через свое слово. Но многим людям это кажется малоубедительным. Некоторые люди ждут, когда Бог скажет им каким-то особенным образом. Я как-то спросил человека, достаточно близкого к церкви, почему он медлит с покаянием. Он ответил: «Жду голос». В тот день он услышал его. Я открыл Библию и прочитал ему из 17 главы Деяний апостолов. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». Более конкретно нельзя сказать. Но если вы думаете, что в тот день этот человек покаялся, то ошибаетесь. На самом деле он ждет не голос, а какого-то особенного толчка, который опрокинет удобную для него систему жизни. Но будет ли он рад этому? Вынужденное обращение не всегда сопровождается изменением сердца. Когда исчезает причина, побудившая человека обратиться к Богу, все возвращается на круги своя. Богач из истории, записанной в 16 главе Евангелия от Луки, просил из ада Авраама послать Лазаря к своим братьям. Пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения. Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним покаяться,
Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят». Посему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших. Часы показывают, что нужно закрывать блокнот заметками. Вы также можете поделиться с нами своими духовным опытом, жизненными наблюдениями. И, конечно, если у вас есть вопросы, пишите нам. Мы постараемся помочь вам, насколько это в наших силах. Напомню, что сегодня вы слушаете песни в исполнении Владимира Бобрикова из города Брянска. Каждый день встречаемся с разрушенными судьбами, с расколотыми семьями и душами. Встречаемся, влюбляемся и расстаемся с судьями холодными, циничными, бездушными. Берегите любовь, берегите друзей, пусть не капает кровь, не вбивайте гвоздей. Научитесь любить ни за что просто так эти светлые души. Становитесь родней, ближе, мягче, теплей, зажигайте любви мириады огней. И тогда этот мир, сбросив дьявольский мрак, станет чище и лучше. Дарите долголетие улыбками счастливыми. Ищите в сердце слово ободрения, святой любви соцветие вас сделает красивыми. Несите к Богу о друзьях моление. Берегите любовь, берегите друзей, пусть не капает кровь, не вбивайте гвоздей. Научитесь любить ни за что просто так эти светлые души. Становитесь родней, ближе, мягче, теплей, зажигайте любви мириады огней. И тогда этот мир, сбросив дьявольский мрак, станет чище и лучше. Наша радиопередача заканчивается. С вами были Павел и Ирина Тупчик. Свои вопросы, отзывы и пожелания направляйте, пожалуйста, по адресу: программа «Тихие воды», почтовый ящик 45, индекс 22 40 20, город Брест 20, Республика Беларусь. Нас слушать вы можете каждую неделю на средних волнах по понедельникам в 21 час в диапазоне 482 метра, то есть на частоте 621 кГц. По вторникам в 22 часа 15 минут в диапазоне 290 метров, то есть на частоте 1035 кГц. И круглосуточно в интернете на сайте twr.fm. И в Ютубе на канале «Трансмировое радио Беларусь». Вы можете писать нам и по электронной почте. Наш адрес rmtwr.by, значок @gmail.com. Желаем вам всего доброго. Пусть Господь благословит вас. До встречи у тихих вод Божьего Слова.
Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире программа «Слово на сегодня». Мир вам, дорогие слушатели! Рад новой встрече с вами. Думаю, вы согласитесь со мной, что время, в какое мы живем, требует особого состояния бодрствования и трезвости ума, способности противостоять лжеучениям и заблуждениям, учитывая масштабы их распространения. И в прошлый раз, читая послание к римлянам, мы говорили о том, что наступил час пробудиться от сна, ведь пришествие Господне приближается. А сегодня именно о пришествии, о нашей готовности и ожидании Христа мы поговорим. Жизнь наших церквей всегда характеризовалась страстным ожиданием пришествия Господа Иисуса Христа, желанием пришествия. Особенно во времена гонений и конфликта с мирской системой эсхатологический компонент, так сказать, усиливался. Пророчество и книга Откровения привлекали внимание. Мы больше говорили о пришествии, когда придет конец страданиям, и мы воцаримся со Христом. Мотив пришествия отражался на разных сферах нашей жизни и служения, начиная с собрания. Христиане чувствовали себя чужими в этом мире и стремились к миру иному, выражая это желание, в том числе в песнях. «Я здесь не свой, страна чужая, и для души все чуждо мне. Я рвусь душой в просторы рая, где ярче, лучше и светлей». Иногда пришествием пугали, признаюсь. Собственно, и сегодня оно не всем внушает радость. Но для верующих, для Божьих детей пришествие Христа – не страшный суд. Сынам света Библия говорит: «Восклоните и поднимите головы ваши, приближается избавление». Евангелие от Луки, 21 глава, 28 стих. Не конца света мы ожидаем, а конца тьмы. Ожидание и желание пришествия Христа привносит оптимизм и надежду, и безнадежность и печаль уходят прочь. Как и раньше верующие среди преследований и притеснений, так и мы сегодня с радостью осознаем, что есть место без зла, место, где царит правда и любовь, и продолжаем петь. Светло и радостно мы смотрим в будущность, лишь там найдет покой твоя душа. Забудешь прошлое, войдешь в небесный край. Войдешь в небесный край, тот чудный край. Посещая церкви, сегодня не видишь такого желания пришествия, напряженного ожидания жениха. Нет той страсти, желания все бросить, оттряхнуть земную пыль и войти в просторы рая. Тем не менее, мы продолжаем говорить о Христе. Это часть учения Библии и нашего вероучения. Не наше дело знать времена и сроки, как увещевал учеников Иисус, но мы понимаем, что пришествие близко, читая, например, 24 главу Евангелия от Матфея. Мы понимаем, что живем в последнее время. В то же время мы остерегаемся нездорового фанатизма, помня предостережение Христа: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Евангелие от Матфея, 24 глава, 4 стих. Мы здраво оцениваем учения, проповеди и разговоры о чипах, звере, рыжей телице, всемирной паутине и контроле через соцсети, числе 666, не увлекаемся определением точного времени пришествия. Вспоминаю, как однажды мой сын-подросток перепутал время и уехал в школу ни свет ни заря, на час раньше. Он так спешил, на ходу собирался, что по виду комнаты казалось, будто кто-то спасался бегством от врагов. Он понял, что ошибся, когда уже доехал до школы, поэтому вернулся домой, где провел еще полчаса. Но зрелый христианин не должен поддаваться панике, зная, что времена и сроки – Божье дело, а ему надо быть всегда готовым. Есть так называемые часы судного дня – символическое устройство, которое отмечает уровень ядерной опасности в течение последних 70 лет. Эти часы впервые появились на обложке издания «Бюллетень ученых-атомщиков Чикагского университета» в 1947 году, вскоре после того, как США сбросили первые атомные бомбы на Японию. В 2023 году стрелки перевели, и они показывают 23 часа 58 минут 30 секунд.
То есть до полуночи осталось 90 секунд. На данный момент это самое близкое к полуночи положение стрелок часов судного дня за всю их историю. У Бога свои часы. И на них скоро наступит рассвет. Пора просыпаться от духовной спячки, пора надевать духовное всеоружие. Что касается времени, то на основании Писания мы знаем, что Христос придет внезапно. Как видно из притч, записанных в 24 и 25 главах Евангелия от Матфея, Он придет раньше, чем Его ожидают. Раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: «Не скоро придет господин мой». И это ошибка негодного раба. Но он придет позже, чем его ожидают. Читайте притчу о 10 девах, Евангелие от Матфея, 25 глава, 1-13 стихи. А в 24 главе, стихи с 42 по 44, Иисус говорит о том, что Он придет вообще, когда Его не ожидают, когда не думают. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь вас придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. То есть пришествие будет неожиданным. Но что мы точно знаем, в чем уверены, так это в том, что Он придет. В нашем вероучении этот момент сформулирован таким образом. Мы веруем во второе пришествие Господа нашего Иисуса Христа в силе и славе. Второму пришествию Иисуса Христа предшествует телесное воскресение умерших во Христе и изменение верных, оставшихся в живых, восхищение церкви и встреча со Христом. Мы веруем, что всех людей ожидает праведный суд Божий, верующих – судилище Христово, а неверующих – суд у великого белого престола. Верующих ожидает оправдание к жизни вечной, а неверующих – осуждение к вечной погибели. В этой беседе хочу обратить внимание только на первый пункт, а второй и третий мы обсудим в следующей передаче. Мы веруем во второе пришествие Господа нашего Иисуса Христа в силе и славе. Вот несколько текстов Библии, которые подтверждают это заявление. Деяния, 1 глава, 11 стих. «И сказали ангелы: мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». 1 Фессалоникийцам 4,16. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». Откровение, 1 глава, 7 стих. «Се грядет с облаками, и узрит Его всякое око, и те, которые пронзили Его, и возрыдают перед Ним все племена земные. Да, аминь». Верите ли вы сему? Правда, нам приходится долго ждать. Но мы знаем, что не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Больше нас интересует, каким будет порядок событий в пришествии. У меня четкой схемы нет, но желающие могут найти ее в разных книгах о втором пришествии. Впрочем, надо признать, что в отношении событий, связанных со вторым пришествием, всегда наблюдались разномыслия. Они проявились даже в самом начале евангельского движения. Некоторые учили, что второму пришествию Христа должно предшествовать распространение евангельской вести по всему лицу земли, пока царству Иисуса не покорятся иудеи и язычники и не настанет тысячелетнее царство Христа. Я не верю, что можно установить на земле тысячелетнее царство до прихода Христа. Да и Библия не дает таких намеков. Второму пришествию Господа и восхищению церкви будет предшествовать отступление, но никак не духовное возрождение человечества. Только сверхъестественное вмешательство Христа может изменить мир. Что касается восхищения, то официальной стала точка зрения, согласно которой восхищение церкви происходит до или во время второго пришествия, перед великой скорбью и явлением Антихриста, и до установления тысячелетнего царства Христа. На основании 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 13-18 стихи, можно утверждать, что
первое пришествие или первая часть второго пришествия будет для своих, для церкви. Дремлющий мир, охладевшие, равнодушные, небодствующие, не готовые верующие останутся на великую скорбь. В конце же великой скорби состоится второе пришествие или вторая часть второго пришествия. Не все согласны с этой идеей остаться на великую скорбь и жить под властью Антихриста. Хотя что удивительного в том, что церковь будет страдать? Церковь всегда страдала. С самого начала своего существования на земле. Она может страдать и в будущем. В любом случае, нам сложно достичь полного единомыслия по всем вопросам, связанным с пришествием, великой скорбью, восхищением. Но важно помнить, что Господь придет, и готовить себя к Его славному пришествию, ожидать Его с радостью. Христос придет опять, о, верьте, не с тем венцом, что был в крови. Придет Он к нам, владыка смерти, чтоб суд совершить свой над людьми. Народы все пред Ним предстанут, и те, кто распяли Его, и плакать горько-горько станут. Но уж тогда напрасно будет все. О, люди, все народы, пробудитесь! Довольно спать во тьме греха. Вражду забудьте, обнимитесь, и будем ждать с небес Христа. Вражду забудьте, обнимитесь, и будем ждать с небес Христа. Пред Ним увидим мы Пилата и всех насмешников Его, и тех, кто шел с мечом на брата, и в мире сеял только зло. Предстанут те, кто в этой жизни Христа заветы отвергал, и те, кто шел к святой отчизне, и кто святыню попирал. О, люди, все народы, пробудитесь! Довольно спать во тьме греха. Вражду забудьте, обнимитесь, и будем ждать с небес Христа. Наша передача подошла к концу. Мы будем рады вашим письмам. Пишите нам по адресу. Программа «Слово на сегодня», почтовый ящик 45, индекс 224-020, Брест, Беларусь. С вами был ведущий Леонид Михович. До новых встреч в эфире. Да благословит вас Бог. Придет Он к нам, владыка смерти,
Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире программа для женщин «Суламита». Подошло время нашей встречи, и я рада приветствовать вас, дорогие слушатели. С вами ведущая Елена Делюк. Последняя программа месяца – рубрика «Муж ее известен у ворот». И в рамках ее я расскажу сегодня об Иделет Кальвин. Кто такой Жан Кальвин, вы, конечно же, знаете. Но вы, вероятно, никогда не слышали о его жене Иделет. Богослов Жан Кальвин, которого называют мозговым центром протестантской реформации во Франции и Швейцарии, был упрям и мрачен. Но был и другой Жан Кальвин, тот, которого знала Иделет. Женитьба на ней сделала этого блестящего мыслителя более мягким. Иделет де Бур к 31 году имела уже большой жизненный опыт. Она родилась в Гельдерланде, что в Нидерландах, и вышла замуж за Жана Студдера из Ильюша, когда ей было 16 или 17 лет. У них родилось 2 детей – Жак и Жудит, и вскоре Иделет и Жан были обращены миссионерами-анабаптистами. В то время быть приверженцем анабаптистского учения означало подвергаться гонениям. «Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы», написано во 2 послании Тимофея 3:12. В Бельгии и Нидерландах были убиты тысячи анабаптистов. Некоторые историки называют цифру в 30 тысяч человек. Мено Симмонс писал об этом. Некоторых вешали, а других после страшных издевательств душили веревками, привязав к столбам. Многие были сожжены живыми. Некоторые из них продолжали проповедовать Слово Божие, держа в руках собственные внутренности. Одних обезглавили, бросили на растерзание хищным птицам. Других отдали на съедение рыбам. У многих были разрушены жилья. Многие были брошены в грязное болото. Им приходилось сниматься с места, забирать своих жен и детей и скитаться из города в город, всюду терпя оскорбления, преследования, унижения и избиения. Неудивительно, что Иделет переживала за своих детей. Во всей Европе Страсбург был известен как город религиозной терпимости, куда отовсюду стекались беженцы. Многие из анабаптистов верили, что в Страсбурге Господь положит основания новому Иерусалиму. Возможно, Иделет и Жан просто приехали в такое место, где они могли бы спокойно растить своих детей. Вместе с другими беженцами они присоединились к церкви, в которой тогда нес служение Жан Кальвин. Его проповеди были настолько фундаментально основаны на Библии, настолько ясны, настолько логичны, что вскоре они вместе со многими другими анабаптистами пришли к убеждению, что взгляды Кальвина на Писание очень здравы и убедительны. Бог уберег Жана Студдера от мученической смерти в Голландии, но не от эпидемии в Страсбурге. И там, всего через год после приезда, он и был похоронен. Это были одни из первых похорон, которые Кальвин провел в Страсбурге. Он не мог не заметить привлекательную, изящную женщину, одетую в черное, казавшуюся слишком молодой, чтобы быть матерью 12-летнего сына и 6-летней дочери, которые шли рядом с ней.
Иделет де Бурстордер была одного возраста с Жанном Кальвином и примерно из того же социального слоя. Она была очень умна и открыто высказывала свое мнение. Кроме того, внешне она была очень привлекательна. К этому времени Кальвин уже почти потерял надежду найти себе жену. 2 раза он собирался жениться и отказывался от этого серьезного шага. Но в случае с Иделет он понял, что как раз она ему и нужна. Они обвенчались в 1540 году. Вскоре выяснилось, что было самой большой проблемой в этом браке – здоровье. Супруги часто болели. Едва их объявили мужем и женой, как оба они слегли. Недели или 2 позже Кальвин послал своему другу Уильяму Форелю записку. Он писал ее лежа в постели. «Чтобы наш брак не стал чересчур веселым, Господь несколько умерил нашу радость». Из писем Жана мы видим, что Иделет очень заботилась о его самочувствии, а также о здоровье детей. Она часто сопровождала Кальвина в поездках. Он упоминает о том, как они принимали у себя гостей. Биографы Кальвина пишут о его жене как о женщине яркой индивидуальности, а сам Жан говорил: «Она верный помощник в моем служении и прекрасный спутник в моей жизни». Однако в первые 10 месяцев их брака они провели вместе не так уж много времени, если не считать 2 месяцев сразу после свадьбы, в которой они тяжело болели. Из первых 45 недель их брака 32 из них Кальвин провел в поездках. А по возвращении он стал получать письма с приглашениями переехать в Женеву, и Жан с семьей переехали. За 9 лет, которые Кальвины провели в Женеве, у них родилось 3 детей. Но все они умерли младенцами. И Жан, и Иделет очень тяжело это переживали. После смерти их первого сына Жан писал одному пастору: «Господь, несомненно, нанес глубокую рану нашим душам, забрав нашего маленького сына. Но он сам отец и знает, что лучше для его детей». У Иделет было 2 детей от первого брака, но ее сын остался в Страсбурге, чтобы окончить свое образование. Дочь переехала вместе с матерью в Женеву. Дом, в котором они жили, не был большим, но в 3-й спальне всегда кто-то гостил. По большей части это были брат Жана Антуан со своей женой, которые очень помогали Иделет по хозяйству. На заднем дворе дома был сад. Там росли цветы, и Жан очень любил показывать гостям небольшой огород, которым занималась Иделет. Жан очень много работал. В воскресенье он произносил 2 проповеди, каждую 2-ю неделю вел богослужение, также и по будням. А по вторникам, четвергам и пятницам читал лекции по богословию. По четвергам он также проводил собрания пресвитеров, а по пятницам – библейские семинары с городскими проповедниками. Когда Иделет хорошо себя чувствовала, она сопровождала мужа в его визитах к больным и в тюрьмы. Она глубоко сострадала людям, которых постигло несчастье. Когда у Жана появлялось свободное время, он писал письма. И писал он их в таких количествах, что дом часто был похож на почтовое отделение. Удивительно, но несмотря на слабое здоровье, Жан успешно справлялся с очень большими нагрузками. Он страдал от мигрени, язвы желудка, астмы и плеврита. То, что ему непрерывно приходилось решать проблемы, которые он так не любил, не улучшало его самочувствие. Хотя и у Иделет было слабое здоровье, она очень много делала для того, чтобы ее муж был более уравновешенным и спокойным человеком. Друзья отмечали, что Жан стал гораздо сдержаннее с тех пор, как женился, несмотря на непрерывные провокации. Но Иделет чувствовала себя все хуже и хуже. В августе 1548 года Кальвин писал: «Она очень больна, едва держится на ногах». Судя по всему, у Иделет был туберкулез.
Она не хотела, чтобы ее муж переживал из-за ее здоровья. У него в Женеве и так хватало проблем. Но в 1549 году она уже стояла на пороге смерти. Ей было всего 40, а с Жаном они прожили в браке 9 лет. Умирая, она просила Кальвина позаботиться о ее детях. Она очень расстраивалась, что возлагает на него еще и эти хлопоты. «Я предала их Господу», – прошептала она, – «но хочу, чтобы ты пообещал мне, что не будешь относиться к ним с пренебрежением». Он пообещал ей это. Спустя 3 дня Иделет все еще цеплялась за жизнь, но Жан понимал, что смерть очень близка. Ее последние слова им были «О, славное воскресенье!». Затем, когда она уже не могла говорить, Кальвин беседовал с ней о любви Христа, о вечной жизни и о благословениях тех 9 лет, что они прожили вместе. Через час Иделет скончалась. Горе Кальвина было огромным. Кальвину было тогда всего 40 лет, но он так и не женился вторично. Он называл Иделет уникальной женщиной и решил впредь вести одинокий образ жизни. Он пережил ее на 15 лет. Его общественное служение было очень активным, но в частной жизни он оставался одинок. В браке Жан раскрыл те черты своего характера, которые прежде не были видны миру. Жан Кальвин Богослов был известен своей оценкой Бога Отца как властителя мира, а с появлением в его жизни Иделет Жан оценил также и Святого Духа, Утешителя, творившего мир в их доме. Я судьбой своей не спорю, верить буду до конца. Мои радости и горе — дар небесного Отца. Мои радости и горе — дар любви Отца. Все с любовью принимаю, как закат, так и зарю. Все тревоги и сомнения служат благу моему. Все тревоги и сомнения благу моему. Было все и будет снова на пути моем земном, но я знаю, Божье Слово будет ярким маяком, но я знаю, Божье Слово будет маяком. Я с судьбой своей не спорю, верить буду до конца. Мои радости и горе — дар небесного Отца. Мои радости и горе — дар любви Отца. Мои радости и горе — дар любви Отца. Наша встреча подходит к концу. В следующий раз программа выйдет в эфир ровно через неделю, в это же время и на этой же волне. А пока мы будем ждать от вас писем. Пишите нам по следующему адресу: программа «Суламита», абонентный ящик 45, индекс 224020, город Бриз 20, Беларусь. И на этом я с вами прощаюсь. Божьих вам благословений.
Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры хрысціянская праграма «Голас друга». Да святой крыніцы чысціні кліча голас друга з вышыні. Голас гэты верай незямною засяляе шчыра кожны дом. Слухай голас друга ўсёй душою, і душа напоўніцца святлом. Прапануем перадачу з раздзелу «Да моладзі». Мір вам, паважаныя слухачы. Разам з вамі ў эфіры Сергей Брыштель. Тэма сённяшняй размовы – 2 пытання. Сёння мы пагаворым пра 2 важныя пытанні, якія могуць дапамагчы нам у працы з няверуючымі людзьмі, духоўным росце і служэнні Богу. Прачытаем з кнігі «Дзеі апосталаў», 9 раздзел, першыя 15 вершаў. Саул жа, яшчэ дыхаючы пагрозай і забойствам на вучняў Господавых, падышоў да першасвятара і прасіў яго лісты ў Дамаск, да сінагогаў, каб калі знойдзе некага, хто ёсць на гэтым шляху, як мужчынаў, так і жанчынаў, звязаўшы весці ў Іерусалім. А калі ён ішоў, сталася, як ён наблізіўся да Дамаску, што неспадзявана агарнула яго святло з неба. І упаўшы на зямлю, ён пачуў голас, які гаварыў яму: «Сауле, Сауле, чаму ты пераследуеш мяне?» Ён жа сказаў: «Хто ты, Господзе?» А Господ сказаў: «Я Ісус, якога ты пераследуеш. Цяжка табе супраць ражна ўпірацца». І ён сказаў: «Господзе, што хочаш, каб я рабіў?» І Господ кажа да яго: «Устань і ідзі ў горад, і будзе табе сказана, што ты мусіш рабіць». А мужы, якія спадарожнічалі яму, стаялі, аслупянеўшы, чуючы голас, а нікога не бачачы. Саул жа устаў з зямлі і, адчыніўшы вочы свае, нікога не бачыў. І, узяўшы за руку, увялі яго ў Дамаск. І 3 дні ён не бачыў, і не еў, і не піў. Быў жа ў Дамаску адзін вучань на імя Ананія, і сказаў да яго Господ у відзежы: «Ананія». Ён жа сказаў: «Вось я, Господзе». А Господ да яго: «Устаўшы, ідзі на вуліцу, называную Простай, і ў доме Юды пашукай тарсяніна на імя Саул, бо вось ён моліцца, і бачыў у відзежы мужа на імя Ананія, які ўвайшоў і ўсклаў на яго руку, каб ён зноў бачыў». Ананія ж адказаў: «Господзе, я чуў ад многіх пра мужа гэтага, колькі ліха ўчыніў ён святым тваім у Іерусаліме. І тут ён мае ўладу ад першасвятароў звязваць усіх, хто прызывае імя тваё». А Господ сказаў да яго: «Ідзі, бо ён моя выбраная пасудзіна, каб несці імя маё перад паганамі і валадарамі і сынамі Ізраіля». Мы прачыталі дзіўную гісторыю перамен. У адно імгненне ганіцель можа ператварыцца ў паслядоўніка, а трагедыя жыцця ў трыумф. Што ключавое ва ўсім гэтым? Выбар. Менавіта выбар мяняе ўсё. Выбар вызначае наш лёс. Выбар – гэта актыўнае дзеянне. Яно пачынаецца з сэрца, а потым перапаўзае праз усе «не хачу» і страшна ў наша жыццё. Паглядзіце на жонку ці мужа. Гэта выбар. Надзенне, абутак, упрыгожванне – гэта наш выбар. Паглядзіце на вашыя тэлефоны альбо аўтамабілі, і зноў выбар. Тое, што мы з вамі тут і чым займаемся, гэта таксама выбар. Духоўная сфера жыцця – штодзённы выбар. Чытанне Бібліі, малітва, пакланенне і служэнне Богу без планавання і ахвярнасці не абысціся. Гасподзь дабраслаўляе старанных, і выбар – дзеля яго і Евангелія. Але давайте вернемся да апостола Паўла, знакамітага сваёй рэўнасцю да сустрэчы з Ісусам і прысвечанай Богу і людзям ахвярнасцю пасля сустрэчы з Господам. Як мы прачыталі, у Паўла гарэлі вочы нянавісцю. Яны былі накіраваны ў бок хрысціян. Ён гатовы быў пераадолець адлегласць у 250 кіламетраў з Іерусаліма ў Дамаск, каб пераследаваць вернікаў у Ісуса. Ён гатовы быў цалкам знішчыць вучэнне, якое яны вызнавалі.
Пазней ён назаве сябе першым з грэшнікаў і скажа, што яго рэўнасць была звязана з няведаннем. Там, на дарозе ў Дамаск, сустрэліся два супернікі – чалавек і Бог. Толькі калі такая сустрэча адбываецца і чалавек скараецца, ён па-сапраўднаму разумее, якімі ж неразумнымі і небяспечнымі былі яго спробы кінуць выклік нябёсам. Нашаму сэрцу патрэбны святло і голас. Калі Гасподзь з нябёсаў звяртае ўвагу на чалавека, адбываецца цуд, радыкальная перамена, прасвятленне. Саулу трэба было пабыць у цемры фізычнай, каб нарэшце адкрыліся яго вочы духоўныя. Такім чынам, якія два пытанні ён задаў Хрысту? Хто ты, Господзе? Господзе, што хочаш, каб я рабіў? Гэтыя пытанні могуць стаць пачаткам духоўных дзіўных зменаў. Такім чынам, першае – крок да Бога. Даволі часта прыгадваю сваю бабулю-хрысціянку. З ёй было лёгка і весела. Яна рана ўставала, рана клалася, увесь час хадзіла басанож. Што яшчэ? Нядзеля – царква. Перад ежай і перад сном – малітва. У падгалоўя Біблія. Але галоўнае – гэта яе жыццё, напоўненае Богам, верай і аптымізмам. Яе стаўленне да мужа майго дзядулі выклікала ў мяне захапленне. Мне захацелася пазнаёміцца з Богам, якому яна пакланялася. Тады я не ведаў пытання апостала Паўла, але яны хвалявалі мяне. Мне хацелася бліжэй пазнаць яе Бога і яго волю. Хто ты, Господзе? Што хочаш, каб я рабіў? Я чуў гісторыі сведчанні пра тое, як жыццёвы прыклад любові да Бога і бліжніх прымушалі людзей шукаць Хрыста. Практычнае хрысціянства заразліва і прывабна. Я пераканаўся ў гэтым на ўласным досведзе. Жыццё маёй бабулі было святлом і соллю. Мы дакладна не ведаем, каму з нашых знаёмых сёння застаўся крок да Бога. Наша практычнае жыццё можа дапамагчы чалавеку зрабіць гэты крок наперад. Давайце памолімся, каб гэты крок суправаджаўся словамі: «Хто ты, Господзе? Што загадаеш мне рабіць?» На такія шчырыя пытанні сэрца Гасподзь адказвае. Другое – крок да адкрыцця. Ведаеце, як Бог адказаў мне? Праз бабуліну Біблію. Калі мне было 16 гадоў, я прыехаў да яе на летнія вакацыі. 3 месяцы ў вёсцы, у далечыні ад сяброў і гарадскога шуму. Гэта было асаблівае лета і чарговая спроба пачаць чытаць Біблію. Я пачаў з кнігі «Быццё» і скончыў кнігай «Адкрыццё». З кожнай новай старонкай я больш даведваўся пра Бога і пра яго волю ў адносінах да чалавека. А чытаючы кнігу «Адкрыццё», я пачаў бачыць. Я зразумеў, што тых, хто не ведае Хрыста асабіста, чакае суд. Я ўпаў на калені, пачаў маліцца і прасіць у Бога прабачэння. Я зразумеў, што пісаў Францыск Скарына пра Біблію. Яна, крыніца, ведаў пра Бога, і ў ёй усе лекі для душы і цела. Гора нам, калі гэта кніга перастала быць падручнікам мудрасці для нас. Мы з вамі, сябры, кожны дзень, крок за крокам, набліжаемся да адкрыцця. Ёсць два пытанні для чарговага раздзелу нашага жыцця і духоўнага росту. Хто ты, Господзе? Господзе, што хочаш, каб я рабіў? Так пачынаецца і сапраўднае служэнне. Некаторыя думаюць, што справа ў пагонах, партфелі, запісы ў пратаколе брацкай рады ці чальцоў царквы. Служэнне нараджаецца на тэрыторыі нашага сэрца ў жаданні праславіць Господа. Таму трэцяе – крок да служэння. Пытанні Саўла і адказы Хрыста змянілі ўвесь хрысціянскі свет. Хто ты, Господзе? Я Ісус. Хрыстос стаў цэнтрам жыцця і служэння апостала Паўла. Яму ён прысвячаў свае пропаведзі і пасланні. Яму спявала і пакланялася яго сэрца. Яму ён ахвярна служыў і да яго імкнуўся кожны дзень. Апісаў пра яго так: «Для мяне Хрыстос – жыццё». Толькі так трэба разумець адказ Ісуса Хрыста. У абвяшчэнні ягонага імя, Евангелля
і ласка. Што хочаш, каб я рабіў? Апускаючы ўсе дэталі, скажам, што Господ адказаў так: прапаведуй мяне язычнікам, кіраўнікам, ізраільцянам. Місія актуальная. Господ Ісус Христос патрэбны няверуючым, уладзе, намінальна вернікам. Калі б кожны чалавек і кожны хрысціянін сур'ёзна задумаліся над пытаннямі апостала Паўла, я думаю, людзі не заставаліся б на невялікай адлегласці ад Бога, ад адкрыцця, ад служэння. Няхай жа мы будзем напоўненыя ім, а з нашых сэрцаў гучыць пропаведь пра яго. Я к тебе прихожу, дорогой мой Иисус, я тобой дорожу и тебе лишь молюсь, своей детской душой доверяя всегда. Я хочу быть с тобой все земные года, все земные года. Ты мне все даровал безгранично любя, на кресте умирал, чтобы я жила, чтобы мир и покой подарить для души. Потому за тобой мне хотелось идти, мне хотелось идти. Иисус, Господь Спаситель, Иисус, мой Искупитель, великий, всемогущий, мой Творец. Иисус, Господь Спаситель, Иисус, мой Искупитель, великий, всемогущий, мой Отец. Я пока лишь дитя, слишком мало могу, но в молитве тебя всей душою молю. Своей крепкой рукой ты меня поддержи, свое слово открой и меня научи, и меня научи. Научи доброте и любви без конца, и невжданной беде будь со мною всегда. Научи меня жить, как ты жил на земле, и прощать, и любить, быть подобной тебе, быть подобной тебе. Иисус, Господь Спаситель, Иисус, мой Искупитель, великий, всемогущий, мой Творец. Иисус, Господь Спаситель, Иисус, мой Искупитель, великий, всемогущий, мой Отец. На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вами быў Сергей Брышцель. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас: праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індекс 224020, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях Трансусветнага радыё. Усяго добрага, беражы вас Бог.
Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире еврейская программа «Лерееха». Раби Шауль писал: «Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию». Послание к Римлянам, 15 глава, 2 стих. У вас есть вопросы? Мы поможем с ответами. Шалом алейхим, дорогие друзья. Михаил категорический шалом. Привет, Дима. Я рад вас приветствовать, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем нашу серию об именах Божьих. Что сегодня? Сегодня мы продолжим, и имя, которое мы рассмотрим первым сегодня, это Эль-Эльон, Бог Всевышний. Эльон можно перевести как «самый высокий» или «самый сильный». Это имя происходит от корня древнееврейского слова, означающего «подниматься» или «восходить». Кстати, мы знаем одно интересное слово – «алия», то есть «восхождение в Иерусалим». Да, все так. Это имя подразумевает, что Бог не просто величественный, но и является самым сильным и самым возвышенным, или, другими словами, сильнее всех сильных и могущественнее всех могучих. Впервые мы встречаем это слово, применяющееся в отношении Бога при описании Мелхиседека, загадочного царя Салима. И Малкицедек, царь Шалема, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего, Эль-Элиона. Это имя часто встречается в псалмах, когда говорят о защите и силе Всевышнего. Следующее слово Эль-Улам, Бог вечный или Бог превечный. Природа Бога не имеет ни начала, не имеет конца. Он свободен от всех временных ограничений, в которых живем мы, люди. Он Бог, который был, который есть и который грядет. А значит, что присущие ему свойства вечны и не ослабевают со временем. Также Олам может значить мир, в смысле Вселенной. Таким образом, мы получаем, что Эль-Олам значит, что еще он и Бог, владыка Вселенной. Ну да, большинство традиционных молитв начинается со слов «Барух ата Адонай Элохейну мелех хаолам». «Благословен ты, Господь Бог». Мелех хаолам – это царь мира или властелин Вселенной. Спасибо, Дима. Следующее имя, которое мы рассмотрим, это Хамаком, то есть вездесущий. То есть буквально это имя значит «то самое место» или «место с определенным артиклем». Это очень интересное и поэтическое имя, говорящее о том, что Бог пребывает везде и всюду. Это имя связано с мыслью о том, что Вселенная пребывает не отдельно от Бога, будучи просто сотворенная им и существующая сама по себе, но является как бы частью духовной реальности и сущности самого Всевышнего. Вездесущее Всевышнего показывает нам, что все время Он с нами. Он все время видит нас. Он обо всем знает. Мне нравится, как Давид это описывает в 138-м псалме. Дима, прочти, пожалуйста. «Взойду ли на небо? Ты там. Сойду ли в преисподнюю? И там ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря? И там рука твоя поведет меня, и удержит меня десница твоя». Спасибо, Дима. Следующее имя, которое мы рассмотрим, это Атик Йомин, ветхий днями. В книге пророка Даниила мы читаем такие слова, Даниила 7:9. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь». Это особое имя. Оно отличается от других даже потому, что остальные имена Бога, которые мы обсуждали выше,
упоминаются на древнееврейском, а это имя передано на арамейском языке. Атик Юмин или Ветхий днями представлен в тексте Даниила как вечный и всесильный судья, судья всего мира. Ветхий не говорит о старости, но о вечности. Этой идеей, кстати, вторит Джон Толкин, говоря уже о престарелом по человеческим меркам, ему было 87 лет на тот момент, но крепком и сильном короле. О нем сказаны слова, что «зрелый» не значит «старый». И действительно, в представленном отрывке Бог не представлен в образе бородатого старика, обессиленного от времени. Несмотря на ветхость, или лучше сказать вечность, его сила не иссякает и не убавляется. Он имеет всю мудрость для понимания правильного и справедливого ведения суда, всю власть и силу для приведения своего приговора в действие. Он тот, кто был, кто есть и тот, кто грядет. Эхе, Ашер, Эхе. Я буду, каким буду. Или я есть сущий, или я есть тот, кто я есть. Но об этом мы поговорим в следующий раз. Мы с вами рассмотрели часть общих имен Всевышнего, которые упоминаются в Танахе. Все эти имена так или иначе отражают характер, качество и сущность нашего Всевышнего Господа. Зная и понимая их, мы можем лучше понимать и самого Бога, каков Он есть, и ближе и лучше приближаться к Нему. Все придут, поклонятся Тебе, Всевышний Бог наш, Царь Израиля. Отдаем свои сердца Тебе, Ты наш Отец, Ты наш Отец, всемогущий, вечный и святой. Тебя мы любим, свято Твое имя. За Тобой на край земли пойдем. Ты наш Господь, Ты наш Машиах. Ты наш Машиах, Ты грядешь во славе, и мы ждем Тебя. Ты наш Машиах, Ты грядешь во славе. Царь Барух Ашем. Все придут, поклонятся Тебе, Всевышний Бог наш, Царь Израиля. Отдаем свои сердца Тебе, Ты наш Отец, Ты наш Отец. Вы слушали еврейскую программу «Ларееха». С вами были Михаил и Дмитрий. Если у вас возникли новые вопросы на еврейскую тематику, пишите их нам по адресу Трансмировое радио, абонентский ящик 45, индекс 224020, город Брест, 20, Беларусь. или на электронную почту rmtwr.by@gmail.com. Ищите наши беседы на сайте twr.fm. Шалом. Лаитраот. До новых и волнующих встреч. Hoshieni Elohai
Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добрый дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брыштель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы пагаворым пра Артура Вольскага. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. Паходжанне і сям'я. Артур Вольскі, ён паходзіў з такой інтэлігентнай нямецкага паходжання сям'і. Ягоны бацька Віталь Фрыдрыхавіч Вольскі, ён быў пісьменнікам таксама, аўтарам знакамітай Несцеркі, якая і ставілася раней на сцэнах многіх беларускіх тэатраў. Ён быў пісьменнікам дзіцячым і свайму сыну Артуру перадаў таксама вось гэтую ахвоту ствараць творы для дзяцей. Вельмі цікавы лёс ягонага таты Віталь Фрыдрыхавіч Вольскі у часы грамадзянскай вайны, і пазней ён служыў памежнікам у памежных войсках. Але ў 1926 годзе ён пакінуў службу і ўвогуле пакінуў справу служэння вось у такіх ведомствах, як памежныя войскі. Ён стаў дзіцячым пісьменнікам. Вось гэта перамена жыцця, кардынальная перамена жыцця. Ведаем, што ён узгадваецца на знакамітым лісце Панамарэнкі Сталіну, узгадваецца як вораг народа, але ў 1937 годзе яго не рэпрэсавалі. Я маю на ўвазе бацьку Артура Вольскага. Трэба сказаць, што шмат што ў сваім жыцці Артур Вольскі ён пераняў ад свайго таты, якога ён вельмі любіў і паважаў. А самую галоўную рысу, якую ён сам падкрэсліваў, гэта здольнасць перасэнсаваць сваё жыццё і выправіць жыццёвыя памылкі. Вось гэта тое, што ён сам узгадваў. Раскажыце пра адукацыю і прафесійную дзейнасць Артура Вольскага. Ён нарадзіўся ў верасні 1924 году. Сёлета яму спаўняецца роўна 100 гадоў. 24 год гэта год такі пачатку беларусізацыі ў БССР. Ён навучаўся ў Менску у 25-й чыгуначнай беларускай школе, так і называлася, беларускамоўная школа. Ён з самага дзяцінства быў вялікім прыхільнікам мастацкай творчасці, і таму пазней ён паступіў у віцебскую мастацкую вучэльню. Дарэчы, туды ж паступаў і Васіль Быкаў. Аднак вайна перашкодзіла заканчэнню навучання, і ён ужо быў у эвакуацыі і пазней быў у войску, на флоце, больш дакладна, служыў у ваенна-марскім флоце. Ось такую адукацыю ён атрымаў. Творчасць літаратурная і тэатральная. Творчасцю ён пачаў займацца з 13 гадоў. Першы верш апублікаваў у 1937 годзе. Ось такі год, але ён апублікаваў верш. Апавяданне ў 1939 годзе. Мы можам сказаць, што беларускія дзеці дакладна ведаюць яго па такіх творах, як «Марынка Янка» і «Таямніцы каралеўскага замка». Ёсць нават фільм такі. Вось гэта стварыў Артур Вольскі. Многія былі на спектаклі «Сцяпан Вялікі пан». Асабліва вось да гэтага часу у Менску ён удзел у тэатры юнага гледача. Знакамітыя яго творы, там граф Глінскі-Папялінскі, там вось для дзяцей ён пісаў. Таксама ёсць частка яго духоўнай паэзіі, таму што ён прыйшоў да Хрыста, і ў некаторых вершах ён апісвае свой шлях да Ісуса Хрыста, дзе ён таксама працягваў сваю працу для дзяцей, але ўжо з вялікім такім хрысціянскім пасылам. Таму што вось у 90-е гады ён казаў, што Господ мяне клікаў і даклікаўся. І я ўдзячны яму за тое, што ён выратаваў мяне. Шлях да Хрыста, больш падрабязней. Нарадзіўся ў такой сям'і атэістычнай, але карэнні лютэранскія. Немцы, якія былі на тэрыторыі Беларусі, якія жылі тут, яны былі лютэранамі. І таму з самага пачатку ён быў у нейкім сэнсе абазнаны аспектамі рэлігійнасці, хоць у савецкі час гэта забаранялася. Нават тэатр юнага гледача, які ў Менску, это ж было зусім непадалёку ад лютэранскай кірхі. А ён тэатр юнага гледача, ён узначальваў на працягу шэрагу гадоў, з 1963 да 1978 года, ось 15 гадоў. І ўжо ў 90-е гады ён
становіцца чалавекам, які вызнае сябе як хрысціянін. Ён быў асабіста знаёмы, напрыклад, з пастарам Эрнстам Сабілам ужо ў 80-е гады. Такім чынам ён прыйшоў да Господу, пакаяўся і быў чальцом у Менску баптысцкай царквы. Прыгадайце нейкія цікавыя факты жыцця. Ёсць некалькі такіх цікавых фактаў. Першы, сам ён успамінаў пра тое, што ў дзяцінстве ягоная мама ледзь не застрэліла яго і ягонага тату. Што тата паклаў пісталет, а ён быў памежнікам. Вольскаму быў 1 год, ён чысціў гэты пісталет і дастаў усе патроны, і мама думала, што пісталет без патронаў. Неяк перакладала гэту зброю таксама і выпадкова націснула на курок. Ён быў на руках у таты, і куля прайшла паміж ім і татам, і проста нікога не зачапіла. Ён кажа, гэта было настолькі вялікае ўражанне, калі мне пра гэта расказалі, ён сам пра гэта не памятае, але тата узгадваў, што гэты момант ён зразумеў, што зямное жыццё не вечнае, але што ёсць жыццё вечнае. І гэты момант для яго быў вельмі вялікім. Наступны момант гэта калі ён перасэнсаваў тое, што савецкі атэізм ён непраўдзівы. У пэўны момант жыцця ён быў абсалютна такім прававерным камуністам, але пазнаёміўшыся з Бібліяй, ён зразумеў, што Біблія яна адпавядае самой прыродзе чалавека, а тое, што прапагандуюць у савецкіх атэістычных лекцыях, гэта не адпавядае рэчаіснасці. І перасэнсаванне, здольнасць перамяніць самога сябе, перамяніць сваё жыццё. У гэтым сэнсе ён быў чалавекам такім высокага палёту. Ушанаванне памяці. Ён памёр у 2002 годзе. Пахаванне праводзілася на такім урачыстым служэнні царквы Дабравесце у Менску. Вельмі розныя людзі казалі свае словы пра яго. І, напрыклад, Рыгор Барадулін, ён у першую чаргу узгадваў Вольскага як хрысціяніна. Казаў, што ён стварыў вялікую колькасць беларускай дзіцячай хрысціянскай творчасць. Пра эту творчасць трэба казаць і трэба ушаноўваць яго. Да гэтага часу ідуць ягоныя спектаклі. Самая важная памяць гэта тое, што, безумоўна, ён быў чалавекам Хрыста, чалавекам беларускай культуры. Напрыклад, ягоная жонка Ларыса Горцева таксама з'яўляецца верніцай і робіць беларускую хрысціянскую творчасць. Таму, канешне, памяць пра яго захоўваецца. 23 верасня 2024 года спаўняецца 100 гадоў з дня нараджэння знакамітага чалавека беларускай культуры Артура Віталійевича Вольскага. Прыгадваў адказы Андруся і думаў: я дасягненне людзей памятаю менш, чым характар. Таму цудоўна, калі чалавек па жыццёвай дарозе рухаецца ад добрага да лепшага. Вечнасць – гэта прычал. Вера ў Хрыста – якар. Кожны з нас – капітан, які, як і наш гістарычны госць, павінен дабрацца да нябёс. На адрас: Трансусветнае радыё, урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, город Брест 20, Беларусь. Пакідаю для сувязі электронную пошту rmtwr.by@gmail.com. Шукайце нас на сайце twr.fm. До новых сустрэч!
Трансмировое радио. Программа «Навигатор». Ваш путеводитель по Библии. Библия – это целый мир, в котором сложно разобраться в одиночку. Необходим опытный проводник. Пастор Александр Капустин более 30 лет изучает Священное Писание и преподает его в церквах и учебных заведениях. Отправимся вместе с ним навстречу новым открытиям, важным истинам, полезным урокам. Библия – удивительная книга. Чем дольше я ее изучаю, тем больше восхищаюсь. И чем глубже в нее погружаюсь, тем интереснее она становится. Навигатор поможет проложить лучший маршрут. Приветствуем вас, дорогие слушатели! Каждый из нас знаком с длинными зимними ночами и пасмурными холодными днями. В такие времена порой не верится, что солнце снова будет ярко сиять и согревать своим теплом землю. В 8 главе Евангелия от Иоанна Иисус говорит, что люди нашего времени находятся во тьме. Иудеи в ответ на эти слова снова стали сопротивляться, и Христос опять блестяще отвечает на их претензии. И в своем ответе Он открывает свою природу, показывает, кто Он есть. Кто же Он? От начала сущий. Это потрясающие слова, и мы рассмотрим их подробнее вместе с пастором Александром после песни. Сегодня мы прочитаем довольно сложный текст из Евангелия от Иоанна 8 главы, стихи с 12 по 29. «Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Тогда фарисеи сказали Ему: «Ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство Твое не истинно». Иисус сказал им в ответ: «Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истинно, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда я и куда иду. Вы судите по плоти, я не сужу никого. А если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. А и в законе вашем написано, что свидетельство 2 человек истинно. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует обо мне Отец, пославший меня». Тогда сказали ему: «Где твой Отец?» И Иисус отвечал: «Вы не знаете ни меня, ни Отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего». Эти слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме, и никто не взял его, потому что еще не пришел час его. Опять сказал им Иисус: «Я отхожу, и будете искать меня, и умрете во грехе вашем. Куда я иду, туда вы не можете прийти». Тут иудеи говорили: «Неужели он убьет сам себя, что говорит: куда я иду, вы не можете прийти?» Он сказал им: «Вы от нижних, я от вышних. Вы от мира сего, я не от сего мира. Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших. Ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших». Тогда сказали ему: «Кто же ты?» Иисус сказал им: «От начала сущий, как и говорю вам. Много имею говорить и судить о вас, но пославший меня истинен, и что я слышал от Него, то и говорю миру». Не поняли, что Он говорил им об Отце. Итак, Иисус сказал им: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я, и что ничего не делаю от себя, но как научил меня Отец мой, так и говорю. Пославший меня есть со мной, Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что Ему угодно». Доктор Эрл Тейлор рассказывал о своей поездке в Калькутту, в Индию, во время которой произошло солнечное затмение. Улицы этого города всегда полны паломников, которые прибывают со всей страны. Они посещают священные места и купаются в водах реки Ганг.
И вот когда доктор Тейлор был там, и произошло полное солнечное затмение. Среди ясного дня город накрыла зловещая тьма. Тысячи людей на улицах были объяты диким страхом. В Индии и в Китае ходят поверья, что когда происходит затмение, это небесный дракон или змей пытается поглотить солнце. Доктор Тейлор смотрел, как люди в панике бегают по сумрачным улицам, и вдруг услышал пение. Пели индусы-христиане. Они пели известный гимн, который, к сожалению, на русский язык не переведен. Я взял на себя смелость сделать приблизительный перевод. Вот что они пели во время солнечного затмения в объятой страхом Калькутте. «Во тьме и во мраке я долго блуждал и пролил потоки слез, но путь озарил и надежду мне дал свет мира Иисус Христос. А мир, как и прежде, во тьме живет, средь страшных и злых угроз, и снова заблудших к себе зовет свет мира Иисус Христос». В сегодняшнем тексте Господь Иисус делает несколько важных заявлений, первое из которых «Я – свет миру». Однако есть и другие. Давайте на этих заявлениях мы и построим наше сегодняшнее рассуждение. Итак, первое, что Он сказал – «Я – свет миру». Буквально «Я есмь свет миру». Это второе «Я есмь Иисуса Христа». На протяжении Евангелия от Иоанна есть 7 особенных текстов, где Иисус говорит «Я есмь». Он называет себя разными предметами и явлениями. И один такой текст мы уже прочитали в 6 главе. Там Иисус сказал «Я есмь хлеб жизни». По сути, этому высказыванию посвящена вся 6 глава. А сегодня перед нами второе заявление Христа «Я есмь свет миру». И этому заявлению тоже посвящен большой раздел, 8 и 9 главы. Вообще утверждение, что Иисус – свет, нам уже знакомо. Мы читали 2 текста, в которых Иисус назван светом. Первый – самое начало Евангелия. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». 1 глава, 9 стих. А второе место в 3 главе. «Свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму». Помните? Сегодня мы видим, как Иисус объявляет себя светом миру. Вслед за этим возникает спор с иудеями, в ходе которого Господь поясняет, что значит Его свет. А потом идет 9 глава, где Он открывает глаза слепорожденному человеку. Несчастный слепой впервые в жизни видит свет. То есть мысль о том, что Христос – это свет, источник света, проходит через все Евангелие. Но сегодня, как говорят толкователи, был особый случай и особый повод. Во-первых, дело происходило утром, и, возможно, Господь указывал на восходящее над горизонтом солнце. Как земля нуждается в солнце, так мы нуждаемся во Христе. Как после темной ночи наступает утро, так Христос озаряет сердце человека, когда входит в него. Также есть мнение, что Иисус указывал на 4 больших светильника, которые зажигали во время праздника во дворах храма. Он сам, словно светильник, дающий свет уму и сердцу человека. Наконец, некоторые считают, что Господь напоминал об огненном столпе, который шел перед израильтянами в пустыне. Дело как раз было на праздник Кущей, посвященный исходу из Египта, и поэтому упоминание об огненном столпе было особенно актуально. Христос – истинный свет, ведущий нас через пустыню этого мира к небесному Ханаану. Джон Райл писал так: «Очевидно, что мир лежит во тьме, и ему нужен свет. Это справедливо как с нравственной, так и с духовной точек зрения. Мир находится во тьме вот уже более 6000 лет. Тьма окутывала не только древний Египет, Грецию, Рим. Современная Англия, Франция, Германия также покрыты мраком.
Большая часть человечества не придает никакого значения духовному, не знает Бога. Несмотря на достижения науки и прогресс цивилизации, тьма покрывает землю и мрак народы. Господь Иисус заявляет, что только Он способен осиять человечество и просветить тьму. Хотелось бы порассуждать об этом подольше, но у нас большой текст, поэтому мы пойдем дальше. Второе заявление Иисуса. «Свидетельство мое истинно». Фарисеи предъявили ему претензию. «Ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство твое неистинно». Они нашли зацепку в Моисеевом законе, согласно которому в суде обязательно должно быть 2 или 3 свидетеля. В 5 главе мы уже видели, как Иисус представил целых 4 свидетелей своей божественности. Иоанна Крестителя, свои чудеса, Небесного Отца и Священное Писание. Он мог бы то же самое сказать и в этот раз, но теперь он решил представить более глубокий взгляд. Сперва Христос сказал: «Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истинно, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду». Иисус не говорит, что у него нет свидетелей. Он представляет воображаемую ситуацию. «Если бы даже у меня и не было, — говорит он, — свидетелей, если бы даже я сам о себе свидетельствовал, то и в этом случае это была бы правда. То, что фарисеев было много, а он был один, вовсе не означало, что они правы, а он не прав. Было много случаев, когда истину знал только один человек. Моисей в одиночку пришел в Египет. У него не было свидетелей, никто не стоял с ним возле горящего куста. Иона в одиночку пришел в Ниневию. У него тоже не было свидетелей, никто не был с ним в чреве кита. И то, что Иисус был не один, вовсе не означало, что его свидетельство не истинно. Некоторые толкователи отмечают, что наш Господь вел себя подобно послу царя. Он заявляет: «Я знаю, в чем заключается моя миссия, я знаю того, кто послал меня. И на этом основании я требую, чтобы вы обратили внимание на мои слова». А дальше Иисус говорит важные слова: «Вы судите по плоти». Это значит, что фарисеи подходили к духовным вопросам с законнической точки зрения, цеплялись за формальности, занимались казуистикой. Они не хотели смотреть в суть вещей, а обращали внимание только на внешнюю, формальную сторону дела. Это явление, к сожалению, частое в религиозной среде. Многие верующие не вникают в глубину Божьего Слова, а придумывают не имеющие глубокого значения правила. Что можно, что нельзя, как правильно, как неправильно, какую одежду носить, какие прически делать, сколько дней праздновать Пасху, что разрешено в воскресенье. Все эти и им подобные вещи убивают живую веру. Набор правил мешает людям увидеть живого Бога, а лицемеры и ханжи используют их для оправдания своей черствости и эгоизма. Все это вложил Господь в свое короткое предложение: «Вы судите по плоти». То есть вы живете по букве, вы действуете по лекалу, вы меряете шаблоном, и за всем этим вы не видите настоящей истины. Друзья, пусть Бог сохранит нас от мертвой религии, от церковной казенщины, от буквы. Фарисейство никуда не делось. Оно вполне себе дожило до наших дней и так же, как 2000 лет назад, не пускает людей к живому Христу. А затем следует интересный поворот. Господь говорит: «Я не сужу никого, а если сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня, а и в законе вашем написано, что 2 человек свидетельство истинно». Эти слова нужно понимать так: даже если подходить к вашему вопросу с вашей же позиции, даже если смотреть не на дух, а на букву, то и здесь я прав. Вам нужны 2 свидетеля. Вот они. Первый – это я сам, второй – мой Отец. Как Небесный Отец свидетельствовал о Христе? Он свидетельствовал о Нем до Его рождения, через Писание Ветхого Завета. Он свидетельствовал о Нем во время Его крещения голоса с неба.
и он свидетельствовал о нем во время его служения удивительными чудесами, которые творил Иисус. Но пойдем дальше. Третье его высказывание в нашем тексте «Я есмь сущий» или «Я от начала сущий». И здесь я хочу воздать должное авторам синодального перевода. Иногда мы их критикуем, но здесь они справились как настоящие мастера. Перевели не буквально, но очень точно по смыслу. И Иисус объявляет: «Если не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших». На это иудеи спрашивают: «Да кто же ты?» И Господь отвечает: «От начала сущий». По-гречески «тен архен», буквально «я начало». Это то же самое слово, которое находится в первых стихах книги «Бытие». «В начале сотворил Бог небо и землю». Или в Евангелии от Иоанна «в начале было слово». И вот теперь Иисус говорит «я» – начало. Другими словами, «я» – первопричина. «Я» – источник, из которого все произошло. Через меня все начало быть. «Я» – начало всему. Это величайшее заявление нашего Господа. Но вот что интересно, слова «сущий» в оригинале нет. Почему же авторы синодального перевода его здесь поставили? Почему не написали «я начало», как в некоторых других версиях? Почему написали «я от начала сущий»? Потому что они поняли, видимо, очень важную идею, которая здесь заложена. В греческом тексте Евангелия от Иоанна Христос регулярно произносит слова «Я есмь», «эго эйми». Мы уже вспоминали 7 важных «Я есмь» Христа, но этим дело не ограничивается. Кроме этих 7 «Я есмь», Иисус регулярно повторяет эту фразу «Я есмь» в других местах. Вот в нашем сегодняшнем тексте, в том, что мы прочитали, выражение «эго эйми», «Я есмь» звучит целых 4 раза. 12 стих «Я есмь свет». 18 стих «Я сам свидетельствую», то есть «я сам» — это тоже «я есмь», «я есмь свой свидетель». И еще «это я» в стихах 24 и 28, если не уверуете, что «это я», там тоже «я есмь», если не уверуете, что «я есмь», «эго эйми». Христос делает это неспроста. Он отсылает иудеев к книге «Исход». Там рассказывается, как Бог явился Моисею в горящем кусте и направил его к израильтянам. А Моисей не хотел идти и отпирался, и в частности сказал: «Вот я приду, скажу, Бог отцов ваших послал меня к вам, а они скажут мне, как ему имя. Что сказать мне им?» И в ответ Бог сказал Моисею: «Я есмь сущий. Так скажи сынам Израилевым». Слово «сущий», по мнению специалистов в древнееврейском языке, переводится как «я есмь, кто я есмь». То есть «я тот, кто я есть». И то, что Христос регулярно повторяет «это я есмь, это указание, отсылка к книге «Исход», на терновый куст, на 3 главу, на прозвучавшие там слова «я есмь, кто я есмь». И авторы синодального перевода, видимо, уловив эту важную идею, вложили ее таким образом в переводимый текст. За это им большое уважение и благодарность. По сути, Иисус здесь не прямо, но очень, очень очевидно говорит фарисеям: «Я сущий, я тот, кому вы поклоняетесь, я тот, о ком вы читали, я есмь тот, кто я есмь, от начала сущий». Другими словами, он называет себя здесь Богом Израиля, ни более, ни менее. «Кто же ты?» – спрашивают они его. «Я – это Он», – говорит Иисус. Ну и в конце давайте еще обратим внимание на несколько заявлений Господа о своих оппонентах, о своих противниках. Наш текст сообщает 3 важных факта о людях, которые не знают Бога. Во-первых, они находятся во тьме. Христос говорит: «Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме». Библия часто сравнивает неверующих людей со слепыми или с теми, кто оказался в темноте,
Они помрачены в разуме. У них Бог века сего ослепил умы. Они не видят реальной картины мира. Тьма ослепила их глаза, поэтому они совершают много неразумного, потому что не видят сущности последствий своих поступков. Второй важный факт о людях, не знающих Бога: они не могут войти в Божье Царство. «Куда я иду, туда вы не можете прийти», — сказал Иисус фарисеям. Человек не может своими силами попасть на небеса. Христос говорит фарисеям: мы находимся в разных мирах. Вы от нижних, я от вышних. Вы от мира сего, я не от всего мира. Мы разные. Вы земные существа, я небесная. Вы ползаете, я летаю. Вы не способны ни понять небесных истин, ни жить на небе, ни попасть туда. Рыба не может дышать воздухом, червяк не может летать по небу, а грешный человек не может даже приблизиться к Божьему Царству. Оно в другом измерении. Третье, что говорит Иисус иудеям о них самих, что они грешники и погибнут. Вы умрете во грехах ваших. 24 стих. Грех и смерть. Вот два слова, которые описывают будущее любого человека на этой земле. Люди утешают себя и друг друга обещаниями, что, мол, все будет хорошо. Но это неправда. Если в вашей жизни нет Бога, то все будет плохо. Вы будете жить в грехе. Вы будете страдать и в конце концов умрете. Притом это будет не только смерть тела, но и смерть души, то, что Библия называет смерть вторая. Что же делать? Согласно словам Христа, тому, что Он говорит в нашем тексте, нужно сделать два дела. Первое – поверить, что Он от начала сущий. Он говорит: если не уверуете, что это Я, что Я есть, то умрете во грехах ваших. Если человек не поверит в то, что Он, Господь и Бог, то умрет в своих грехах, кем бы он ни был. Без Христа человек обречен. И не только фарисеи, которые обвиняли Иисуса, не только римляне, которые были врагами и оккупантами, но и простой народ, который был расположен к Нему и говорил хорошее. Мало просто хорошо относиться к Нему. Нужно поверить, что Он – это Он. А с другой стороны, если вы уверуете, что Иисус от начала сущий, то не умрете, потому что всякий верующий в Него имеет жизнь вечную. И второе, что нужно сделать, чтобы спастись – последовать за Ним. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Вот мы и пришли к тому, с чего начали. Чтобы получить жизнь, нужно поверить во Христа и последовать за Ним. Собственно, одно от другого неотделимо. Джон Райл комментирует: «Последовать за Христом значит верить себя Ему полностью, без остатка, как своему вождю и Спасителю. Тот, кто последует за Христом, не будет ходить во тьме. Он не будет оставаться в неведении, подобно другим людям. Он не будет похож на слепца, который на ощупь отыскивает себе дорогу. Его ум, совесть и весь внутренний человек наполнятся живым светом. В каком положении находитесь вы? Знаете ли вы путь? Многие люди вокруг нас живут и погибают в сумрачной мгле. Куда идете вы? Можете ли вы с уверенностью сказать, что вы на правильном пути? Сотни, тысячи гибнут в неведении. Христос – свет миру. А значит, Он будет светом и нам, если мы смиренно последуем за Ним, доверим Ему свои души, станем Его учениками. Не будем же проводить нашу жизнь подобно другим, в сомнениях, спорах, пустой болтовне, последуем за Христом. Один пастор рассказал историю о человеке из своей общины, который был богат, но всего лишился. Однажды пастор спросил его: «Друг, как ты вообще же выживаешь? Как ты можешь улыбаться? Как можешь с таким оптимизмом относиться к жизни? У тебя ж сплошные проблемы». В ответ человек пригласил пастора к себе домой, пообещал там показать, что придает ему сил. Пастор заинтересовался и вскоре пришел к нему в гости.
Они зашли в его комнату, и там висела картина. Простая картина, изображающая Даниила в львином рве. Пророк стоял среди свирепых хищников. У львов были оскалены зубы и торчали когти. А сверху на Даниила падал луч света. Человек сказал пастору: «Посмотри на глаза Даниила». Пастор посмотрел и увидел, что Даниил смотрит вверх, на свет. «Вот что дает мне силу среди всех моих злоключений», — сказал многострадальный брат. «Даниил не смотрит на львов, он смотрит на свет, а я смотрю на Иисуса Христа». Дорогие друзья, когда на вас навалится множество проблем, когда вас, словно львы, окружит множество невзгод, не смотрите на них, смотрите на свет и следуйте за светом. Давайте будем смотреть туда, где свет, пока не начнет расцветать вечный день. Мы живем в темное время, но у нас есть ориентир и надежда. Малахия в конце своей пророческой книги говорит: «А для вас, благоговеющее пред именем моим, зайдет солнце правды и исцеление в лучах его». Наше солнце правды – Иисус Христос. Наша передача подошла к концу. С вами был Александр Капустин. Еженедельно программу «Навигатор» вы можете слушать на сайте www.twr.fm. До новых встреч!